Молодец. Добро пожаловать в Абхазию. Рад вас видеть. Рад вас видеть. Взял обед хацарску ради Маритыба. Взял обед хацарску Авизша. Добрый день, дорогие друзья. Мы вас давно ждали и очень рады приветствовать здесь, в столице Республики Абхазия. Наши народы связывают давнишние добрые отношения. Народ Абхазии помнит, как руководство Башкирии, народ Башкортостана в самые сложные периоды поддерживали нас. Это та страница истории, которая нам позволяет думать и быть уверенным в том, что и в будущем мы сохраним те отношения, которые были заложены отцами-основателями. В прошлом году мы были у вас в гостях. Конечно, ваша республика впечатляет своими успехами, впечатляет своими людьми, прежде всего, людьми созидательными, добрыми, отзывчивыми. Поэтому, общаясь с вами, мы получаем колоссальное удовольствие. Общаясь с вами, мы становимся увереннее в том, что наше совместное будущее будет светлым и достойным, так как того заслуживают граждане России, Башкортостана, как составной части России, и Абхазии. Добро пожаловать в Абхазию. Действительно, с большим удовольствием приняли приглашение ваше посетить с официальным визитом Абхазию. Вы у нас тоже были в прошлом году. На мой взгляд, поездка была полезная, и мы тогда уже договорились, что нам совместно нужно работать над дальнейшим развитием наших отношений. Абсолютно правы, что отношения имеют свою долгую историю, и Республика Башкортостан уже давние друзья и помогали друг другу все эти годы. Вот сейчас, на мой взгляд, пришла пора более активнее заниматься внешнеэкономическими отношениями, более активно открывать друг друга Абхазию, Башкортостан. Вы знаете, мы уже ряд договоренностей, то, о чем мы с вами согласовали, уже приступили к исполнению. Мы уже назначили, определили представителя Министерства внешнеэкономических связей Олега Владимировича Назарова. Он уже приступил к этой работе. Я думаю, что появление такого человека, который специально будет заниматься нашими отношениями, будет очень правильным. В целом, на данный момент мы не можем похвастаться большим товарооборотом, но это как раз говорит о том, что у нас есть большой потенциал. Мы внимательно изучали все это время, когда готовились к визиту к вам. Мы внимательно изучали, какие возможности есть у нас, какие у нас. Прежде всего, полагаю, что в сфере товарооборота у нас есть потенциал серьезный. Продукты сельскохозяйственного производства Абхазии, безусловно, интересны для нашей республики. Это и мандарины, и другие продукты. В свою очередь, мы готовы поставлять уже переработанную продукцию сельского хозяйства, подсолнечное масло, и сахар, и другие виды продуктов. Вот. Но, безусловно, Абхазия уникальный, красивый край с большими рекреационными возможностями. Я вот хотел сказать, что, уважаемый Аслан Георгиевич, мы вот с большим удовольствием наблюдали за тем, как после долгих лет становления Абхазии, после войны, народ возвращается к мирной жизни, появляется бизнес, инвестпроекты. Вот даже по ночным гаглям можно уже судить, что появляются новые отели, и турист возвращается, прежде всего, российский турист. Поэтому Абхазия всегда была некой такой здравницей для Советского Союза. И мы очень рады, что бизнес возвращается. Мы с вами сегодня несколько населенных пунктов объездили, и везде мы видим, что появляются и глэмпинги, появляются небольшие отели, семейные, большие отели. Вот это для нас представляет особый, конечно, интерес. И мы сегодня в составе делегации, у нас представители Министерства туризма, у нас здесь и туроператоры. Мы хотели, чтобы они сразу посмотрели, какие есть возможности. Мы, как с вами уже говорили, готовы ряд программ поддержки туризма, которые субсидируются за счет бюджета республики, готовы уже здесь реализовывать. Например, есть программа «Башкирское долголетие». Мы можем субсидировать часть поездки наших ветеранов, чтобы они сюда приезжали, посмотрели, отдохнули здесь. Тем более прямой рейс до Сочи есть, а с Сочи буквально 15 минут мы уже находимся в Абхазии, поэтому вот считаем, что все остальное зависит только от нас. Мы всегда говорим, что абхазы, абхазский народ нам очень понятен, очень близок. Мы гордимся вашей историей, с уважением смотрим на вашу историю. Поэтому, я думаю, теперь пришло время созидать в мирном русле и делать так, чтобы наши люди повышали свое благосостояние. Желаем, безусловно, всегда процветания Абхазии.
Спасибо. Уже Владимир сказал, увеличение товарооборота – это поставка товаров, продуктов, которые производятся на нашей территории, которые производятся в Абхазии. Кроме этого, есть уже намерение по детскому отдыху. Видим, что вот наши коллеги, министр образования у нас в составе делегации, что можем уже с этого года, с 1 июня, 4 смены к вам детей направлять. Обсудили стоимость, привлекательная стоимость позволяет и оплатить 4-разовое питание, пребывание, а также еще и, в общем, нанять педагогов, которые нужны. Поэтому, в общем, тут уже есть ряд направлений, которые уже точно можно положить в копилку наших взаимоотношений и этого визита. Но это, конечно, не все, потому что сейчас мы еще потенциал Башкортостана вам расскажем, покажем. Это тоже, я думаю, добавит каких-то новых точек развития, взаимного развития на нашей территории. Поэтому вот уже первые результаты можно зафиксировать. Это очень приятно. Если до сих пор основной упор приходился на Северо-Кавказские республики, на Краснодарский край, на Крым, то сейчас активно подключаются и другие регионы, и Башкортостан в первых рядах. И мне, как послу, особенно отрадно, что данный визит был очень успешным. И мы тоже все надеемся на продолжение взаимовыгодных связей, контактов, ну и сотрудничества, естественно. Спасибо. Республика развивается динамично. Это один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Есть на что посмотреть, есть чему научиться, есть что перенять. А я неоднократно говорил об этом. Наши народы связывают давнишние дружеские отношения. Они проверены временем. И, конечно же, будет правильно, я считаю, если мы эти отношения наполним еще большим новым содержанием, придадим им импульс. Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в туризме, в сфере туризма, в сфере сельского хозяйства, в увеличении товарооборота. И если не будет такого уровня встреч, таких контактов, все останется так, как было. Поэтому эти встречи проходят, и они обязательно дадут положительный результат. Я в это верю. Спасибо. Знаете, вот все поездки мы приезжаем сюда и официальные делегации, но у нас в составе делегации представители бизнеса в том числе. В частности, нам после встречи у нас в Уфе, мы договорились, что мы приедем сюда, и вот уже сюда, когда мы приехали, мы, подчеркиваю, приехали не одни, и уже эти дни мы хотели посмотреть состояние развития, соответственно, туристической индустрии. Нам это интересно. И вы знаете, с большим удовольствием и с уважением мы увидели, что действительно инвестиции возвращаются в Абхазию. Очень приятно наблюдать, что появляются новые туристические комплексы, новые гостиницы. Знаете, даже вот такой эмоциональный взгляд, вот на вечерние Гагры смотришь, уже действительно вспоминаешь, вот как это должно быть в курортных городах, что очень приятно. Соответственно, это дает нам возможность уже развивать и готовить почву для того, чтобы туристы из Уфы, из Башкортостана приезжали к нам сюда. Поэтому мы уже сейчас, после этой поездки, ряд наших программ, которые направлены на акселерацию туризма и для пожилых, и для школьников, будем править, чтобы открыть возможность отдыха здесь. Все-таки здесь замечательная природа, море, очень много исторических уникальных объектов, поэтому нам это с этой части очень интересно. Но, подчеркиваю, мы не могли принимать решения конкретно, пока сами не посмотрим и не примем решение на месте. Второе, это, конечно, товарооборот. Он на данный момент небольшой, но совершенно точно есть ряд видов продукции, которые нам интересны. Прежде всего, продукция сельского хозяйства Республики Абхазия. Ну и, конечно, мы сами готовы предложить, в том числе и перерабатывающую промышленность, и продукты и нефтехимии готовы предлагать. Поэтому есть о чем договариваться и есть куда двигаться. Но мы еще хотели, конечно, посмотреть, мы сторонники не просто экономического сотрудничества. Аслан Георгиевич справедливо сказал, что нас связывают очень братские и дружеские отношения, поэтому у нас в центре и в фокусе внимания еще организации культурными обменами, образовательными обменами, потому что мы готовы, чтобы студенты из Абхазии приезжали к нам, получали в наших вузах соответствующее образование, достаточно высокое. Поэтому это такая комплексная работа и комплексная задача. Спасибо. Максим Оханев, РБК Уфа. Аслан Георгиевич, хотел бы задать вопрос относительно
транспортного сообщения, да, понятно, что между Башкортостаном и Абхазией большое расстояние, да, но все бы изменилось, в том числе, о чем вы упоминали, и изменилось бы вектор и экономического, и гуманитарного сотрудничества. Сегодня многие члены вашего правительства упоминали на встречах о перспективах восстановления аэропорта в Абхазии. Вот на каком этапе сейчас работы и когда это вы ждете? Знаете, этот вопрос для нас является принципиальным. На протяжении последних 1,5 лет мы прилагаем большое количество усилий, чтобы возобновить воздушное сообщение между Абхазией и городами Российской Федерации. Вопрос не из простых, очень много составляющих. Проектная сметная документация не готова, на это потребовалось определенное количество времени, определенное количество денег. Документы проходят государственную экспертизу. Параллельно подготовлен документ межправительственное соглашение о реконструкции аэропорта города Сухум. И готовится после того, как межправительственное соглашение будет подписано. Мы надеемся, что это произойдет в ближайший месяц, может быть 2. А потом мы должны выйти на подписание инвестконтракта и приступить к работам. Пока все идет в соответствии с тем планом, графиком, который мы наметили. Пока все идет хорошо. Спасибо. Анжела Кучубери, агентство ТАСС. Радий Фаритович, скажите, пожалуйста, что предполагает конкретно подписанное сегодня межправсоглашение с Абхазией? Межправсоглашение, оно является рамочным, дает нам возможность уже детализировать его по специализированным направлениям, то, о чем я сказал. У нас в составе нашей делегации представители Министерства нашего туризма, Министерства образования и также туроператоров, руководители туроператоров. То есть мы сейчас на основании этого документа будем делать документы, уже готовить соглашение между соответствующими профильными ведомствами. Вот первое. То же самое, у нас уже здесь побывали наши представители Министерства сельского хозяйства, которые тоже по своей части будут готовить уже точное соглашение, где и сроки, и ответственные, и, соответственно, продукты, которые мы готовы, или продукция, которая обмениваются. То есть это дает возможность уже в правовом поле решать те задачи, о которых я сейчас сказал.